1941 году, когда война ворвалась в жизнь каждой советской семьи, Таджикистан, затерянный в горах и пустынях, стал тихим адом. Бомбы не падали на его землю, но голод и отчаяние выкашивали целые кишлаки. Рабочим выдавали по 800 граммов хлеба в день, но даже эти крохи часто превращались в пыль. В горных селениях дети и старики месяцами жили на урюке, сушеных абрикосах. Их варили в воде, делали липкую пасту, а из косточек мололи муку. Один мешок такой муки обменивали на одеяло или медный кувшин. За мешок настоящей пшеницы отдавали корову, единственную кормилицу семьи. В 1942 году колхозы Кулябской области сдали государству 95% зерна. На человека оставалось меньше 1 килограмма в месяц. Матери размачивали в воде сухие корки, чтобы накормить детей. Те, кто ел траву и коренья, умирали с раздутыми животами. Их хоронили без гробов, заворачивая в старые чапаны. Мальчики и девочки, которым едва исполнилось 10 лет, пахали землю на изможденных быках. Они таскали тяжелые корзины с хлопком, падали в обморок от жары, а просыпались, чтобы снова работать. В 1943 году в Курган-Тюбинской области от голода и тифа умерли почти половина детей. 45%. Их хоронили в общих ямах, потому что некому было копать могилы. В 1943 году в Гармском регионе женщины с вилами и камнями вышли к складам, где гнило конфискованное зерно. Они кричали: «Наши дети умирают!» Солдаты стреляли в толпу. 5 активисток расстреляли на площади. Их тела не отдали семьям, чтобы не стало могил для плача. В Таджикистан привезли 100 тысяч беженцев, женщин с детьми из блокадного Ленинграда, стариков с Украины. Местные делились последним. В кишлаках гостей селили в свои дома, кормили лепешками из ячменя. Но голод не различал своих и чужих. В Душанбе люди умирали на улицах. Их тела свозили за город и закапывали без имен. В приграничных селах отчаявшиеся родители продавали детей в рабство в Афганистан за мешок муки или овечью шкуру. Девочек в 8 лет отдавали замуж за стариков, чтобы спасти от голода. Муллы читали над больными суры из Корана. Но смерть приходила все чаще. В 1944 году в кишлаке Вахш от тифа вымерла каждая 3-я семья. К концу войны в Таджикистане не досчитались 60 тысяч человек. Целые кишлаки в горах Памира опустели. Только ветер гулял среди развалившихся саманных домов. Поголовье скота, когда-то исчислявшееся миллионами, сократилось втрое. Люди ели кошек и собак, а потом и этих животных не осталось. В 1942 году тиф пришел в кишлаки, как тень. Люди умирали сотнями в день, их тела сжигали, чтобы остановить заразу. В больницах Душанбе не хватало даже йода, раны промывали водой с золой. В регионе Вахш от малярии вымерли целые семьи. Их дома стояли раскрытыми, а на стенах оставались детские рисунки углем. За сбор упавших колосьев на колхозных полях судили как за воровство. В 1943 году в Ленинабадской области расстреляли 7 крестьян. Они набрали по горсти пшеницы для умирающих детей. Их жены получили сроки – 10 лет лагерей за пособничество. К 1944 году в селах не осталось собак, их съели. Затем пришла очередь кошек, ворон, крыс. В кишлаке Шугнан старик зарезал своего коня, единственного помощника в поле. Перед смертью животное плакало, а семья ела его мясо, молча смешивая со слезами. Эвакуированная ленинградка Анна Петрова писала в дневнике: «Сегодня видела, как мальчик лет 5 ел землю. Говорил, что это хлеб из глины. Его сестра умерла вчера, положили в ящик из-под снарядов. Здесь ад, но бежать некуда». Ее записи нашли в 1945 году под кроватью, где лежал ее скелет в платье из мешковины. В окрестностях Душанбе есть поле, где хоронили умерших от голода. Ни крестов, ни табличек, только камни с цифрами. Партия номер 15, 200 трупов. В 1944 году здесь закапывали по 30 человек в день. Земля шевелилась от червей, а воздух пахл сладковатой гнилью. В горах Памира есть село, где к 1945 году
остался один старик. Он читал намаз 5 раз в день, обращаясь к ветру. Когда пришли соседи из другого кишлака, нашли его мертвым. В руках он держал Коран и сушеный абрикос, последнюю еду, которую не съел, чтобы не нарушить пост. К 1946 году в Таджикистане осталось меньше половины довоенного поголовья овец – 900 тысяч вместо 2 миллионов. Каждое второе поле лежало в руинах. Ирригационные каналы засыпало песком, а фруктовые сады вырубили на дрова. Когда в мае 1945 года объявили победу, в кишлаке Рагун мать 5 детей бросила в костер портрет Сталина. «Ты забрал их всех», – прошептала она, глядя на фотографии сыновей. Никто не остановил ее, даже партийные активисты молча отвернулись. Каждые 3 из 10 мужчин из Таджикистана не вернулись с фронта. Каждый 5-й ребенок, рожденный в войну, умер до года. Каждое 2-е письмо с фронта начиналось со слов «Если читаете это, меня уже нет». Война закончилась. Но в таджикских селах до 1950 года хоронили тех, кто умер от ран, голода и безумия. Их могилы без памятников, без цветов, только горький шепот урюковых деревьев. История – это не просто даты и цифры. Это крик матерей, потерявших детей в пустых полях. Это шелест страниц дневников, оборвавшихся на полуслове. Это немые камни безымянных могил. Рассказывая о войне, мы не просто ворошим прошлое, мы держим зеркало перед лицом современности. Война учит нас, что нормальная жизнь – это роскошь, которую отвоевали те, кто ел землю и хоронил близких без гроба. Их страдания – напоминание. Даже в день, когда рушатся планы и кажется, что мир несправедлив, стоит остановиться. Вдохнуть полной грудью. Прижать к себе детей. Посмотреть на родителей, чьи морщины – карта прожитых лет, а не слез. И сказать спасибо Аллаху, судьбе Вселенной, за то, что у нас есть сегодня. Пусть память о тех, кто выжил ценой нечеловеческих усилий, научит нас ценить несовершенное, но мирное небо. Ведь именно из таких моментов, без войн, голода и страха, и складывается настоящее богатство.